Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. У нас в Якутии смена времен года происходит быстро. Не успели отойти от морозов и снега, уже наступает пора паводка, а вслед за ней вплотную пожароопасный сезон. Это время для активной работы специалистов Якутлесресурса. Их прямая обязанность – проведение лесохозяйственных работ и тушение лесных пожаров. А подготовка к следующему пожароопасному сезону у них началась еще в конце прошлого года. О готовности к пожароопасному сезону расскажет наш гость в студии Виктор Амуков, генеральный директор Государственного автономного учреждения Якутлесресурс Республики Саха-Якутия. Виктор Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова основная цель деятельности вашего учреждения? Наше автономное учреждение, основная задача состоит в том, чтобы охранять лес от пожаров, выполнять государственные задания. В целом в нашей республике 22 филиала Якутлесресурса и 43 лесопожарных станций. Штатных единиц на сегодняшний день у нас 631 человек, в том числе 564 лесных пожарных и около 300 у нас единиц техники, в том числе, которые работают в противопожарной в сезоне, работает 256 единиц техники. А каковы виды деятельности, чем непосредственно занимаетесь? Якутлесресурс, первая задача, конечно, это подготовка к пожароопасному сезону. На сегодняшний день вплотную идет очень большое внимание и Рослесхоза, и правительства нашей республики. Последние годы главой республики с 2021 года уделено очень большое внимание Якутлесресурсу, в целом противопожарному учреждению нашей республики, Якутлесресурсу. С 2019 года по 2023 год у нас и штатные единицы увеличились, и техника увеличилась. Поэтому основная задача у нас полностью защита лесов от пожаров. Второе, это тоже немаловажно, она идет выполнение государственных заданий. Поэтому все эти два направления идет полностью, работаем по нашим и филиалам, и совместно с главами администрации работаем, чтобы эти выполнения всех задач, которые перед нами стоят. Исходя из специфики вашей работы, какие особенные меры вы принимаете по охране здоровья сотрудников в вашем учреждении? У нас работа, конечно, специфическая, это лесными пожарами, поэтому в первую очередь, конечно, те работники, которые у нас поступают, и они должны проходить, все и рабочие, которые работники на сегодняшний день работают, должны проходить медицинские осмотры, это первое. И второе, это специфика в том, что у меня получить клещевого энцефалита. Поэтому на сегодняшний день из 564 работников у нас уже где-то 70% уже и прошли медосмотр, и прошли клещевой энцефалит и прививки. И задача стоит в том, чтобы до конца апреля полностью 100% должны все эти мероприятия. А как в этом году идет подготовка к пожароопасному сезону? Пожароопасному сезону, конечно, идет интенсивно. Уже до Нового года началась уже подготовка, поскольку у нас курирует Садовников Дмитрий Дмитриевич, первый заместитель председателя правительства. Еженедельно проходят оперативные штабы. Мы отчитываемся, мы полностью подготовка отчитываемся, и отчитывается глава администрации, каким образом мы готовимся совместно противопожарные мероприятия. В первую очередь, конечно, это есть, выходят же вакансии работников, мы и принимаем вакансии, чтобы полностью 100% набрать лесных пожарных. И, конечно же, это подготовка техники, пожароопасной техники, в которой входят 256 единиц техники, и на сегодняшний день они проходят технические осмотры, и автомобильная техника, самоходная техника. На сегодняшний день мы прошли техосмотр 85% единиц техники. Задача поставлена Министерством экологии и природоохраны, поставлена до 31 марта, мы должны 100% подготовить технику. И, конечно же, полностью оснастить оборудованием. Республикой выделяется сумма для того, чтобы оборудованием оснастить наши лесопожарные станции.
оснастить индивидуальными пожарными инвентарем. И на сегодняшний день идет подготовка по графику, этот тендера идет, и обеспечение запасных частей. Полностью все это идет по графику. Поэтому на сегодняшний день идет интенсивная подготовка. Уже 2 недели назад уже приезжали руководство Рослесхоза, Бенглинский Алексей Викторович приезжал, заместитель руководителя, и проверкой полностью наших учреждений. И 10 по 21 апреля приезжает Дальневосточная департамент лесного хозяйства Рослесхоза, должен проверить подготовку по всей республике пожароопасному сезону 2023 года. Поэтому мы на сегодняшний день все филиалы наши проходят и все подготовительные мероприятия. Ну вот как раз сегодня, вот на этой неделе, с понедельника, центральный аппарат МЧС Российской Федерации приехала, проверкой тоже по паводке и пожароопасному сезону. И на сегодня, вот вчера буквально были подготовку, рассмотрели в Кангаласском, горном районах, и наши филиалы полностью участвовали. И сегодня будет проходить в 11 часов в Исхатыне команды штабные учения. Поэтому мы, конечно же, мы участвуем и показываем полностью подготовку и отчитываемся подготовку к пожароопасному сезону. Поэтому вот такая интенсивная работа, еженедельно оперативный штаб проводится Дмитрием Дмитриевичем Садовником, первым заместителем председателя правительства. Поэтому идет очень интенсивная подготовка к пожароопасному сезону. А по каким программам осуществлялась закупка техники? Да, вот 2019 года и до 2020, 2021 год, 2022 год 186 единиц техники было закуплено только по нашему учреждению. Это национальному проекту Российской Федерации «Экология» была приобретена больше 100 техники. Есть Росрезерва, Рослесхоза выделение техники идет. И идет Минобороны. Это вездеходная техника, МТЛБ, такие вездеходы есть. Поэтому на сегодняшний день 256 единиц техники по сравнению, конечно же, с 2019 годом увеличение техники в разы. И в количестве штатов то же самое увеличилось. Если до 2019 года было 190 штатных единиц, на сегодняшний день уже 564 штатных единицы. Поэтому на сегодняшний день, конечно же, это уже по сравнению, это же, конечно, буквально вот помощью главы республики и правительства нашей республики. А какова ваша зона контроля лесных пожаров на землях лесного фонда на территории республики? Ну, у нас 22 филиала. Это центральные районы, южный район, западные районы Вилюйские. Да. По зоне контроля на сегодняшний день у нас составляет 2 миллиона 730 тысяч гектаров. И по контролю у нас полностью на патрулирование проводим. Патрулирование, объем, длина патрулирования дорог у нас составляет 8500 километров. Поэтому это же полностью патрулирование проводится по всем филиалам. Это и северный, вот, Меконского района очень большое вот, именно патрулирование ведется. И по всем филиалам. Поэтому вот это весь объем 2 миллиона 730 тысяч гектаров полностью под нашим контролем. Это наземным именно введение мониторинга по лесным пожарам. А как вы думаете, в чем причина пожаров лесных? Ну, основная причина, конечно же, это сухие грузы. Есть человеческий тоже фактор. На сегодняшний день есть и такие прошлогодние, позапрошлогодние вот дела, сейчас идет суды и так далее. Поэтому основная, конечно же, это от погодных условий, это сухие грузы. Поэтому у нас есть на последние годы 32 видеомониторинга ведется по районным центрам, где вышки стоят вот, телефонных вышек, это сотовых телефонов. Этот видеомониторинг у нас ведется Ростелекомом. В этом году у нас задача поставлена главой республики не 32, а 35. 3 мы еще должны добавить видеомониторинга. Поэтому ведется не только наземным патрулированием, да, но и видеомониторингом. Где происходят пожары, как происходят, какими причинами, все это ведется видеомониторингом. Но основная, это, конечно же, это природный фактор сухие грузы. А есть ли предстоящий прогноз, уже известен? Ну, прогноз только на сегодняшний день май.
и в конце апреля, вот в начале апреля, в середине апреля должны июль дать, поэтому май вроде бы, ну, обнадеживающий, как бы так, но мы не расслабляемся, поэтому мы готовимся полностью по всем 22 филиалам, 43 лесопожарных станции, все должны 100% быть готовыми. На то и требования правительства, на то и требования любому главы прогнозу, республики, да, на то и требования Рослесхоза. Ну, поэтому такая у нас ведется работа. А какие мероприятия Якутлесресурс будет производить по государственному заданию? Да, государственное задание тоже идет. Это у нас, кроме пожаров и подготовки пожаров, у нас очень много работы по государственному заданию. На сегодняшний день 28 перечней проводится государственное задание. Это и сплошные санитарные рубки, уборка неликвидной деревицины, противопожарные разрывы делаются, минерализованные полосы. Поэтому вся эта работа проводится по всем филиалам совместно с главами муниципальных районов, совместно с муниципальными селами, поселками. И вот эта вся работа проводится вот таким образом. Поэтому мы с главами муниципальных районов и сел, мы каждый год ежегодно заключаем соглашения по выполнению государственного задания и минерализованных полос и так далее, чтобы защите от лесных пожаров. Поэтому вот такая работа по государственному заданию проводится. И обеспечение, она идет через федеральный бюджет. Это и обеспечение горюче-смазочными материалами по выполнению государственного задания, обеспечение запасными частями и техникой, и подготовка работы. И поэтому вся эта работа идет параллельно подготовкой лесопожарной сезона. Вот таким образом. Виктор Викторович, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Спасибо. О подготовке к пожароопасному сезону мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.